Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в программе. Союз писателей Абхазии 24 ноября отмечает 90-летие со дня создания. Корреспонденты АГТРК Рада Чачава и Асида Малия стали победителями конкурса среди журналистов Абхазии «Взгляд-2023». Международная научно-практическая конференция, посвященная 29-летию со дня принятия Конституции Абхазии, прошла в Аку. Союз писателей Абхазии 24 ноября отмечает 90-летие со дня создания. В честь юбилея творческой организации в фойе Абхазского государственного драматического театра открылась фотовыставка. Здесь же Национальной библиотекой был организован книжный уголок с раритетными изданиями абхазских писателей. На выставке представили фотографии, иллюстрирующие события в литературной жизни Абхазии в течение 90 лет. К юбилею также был издан фотоальбом. Затем состоялась церемония вручения дипломов и почетных грамот Союза писателей различным учреждениям культуры и преподавателям абхазского языка и литературы, после чего в драмтеатре состоялось торжественное заседание. В праздничных мероприятиях по случаю 90-летия Союза писателей Абхазии принимает участие делегация Союза писателей России во главе с председателем организации Николаем Ивановым. От Союза писателей России золотой медалью Василий Шукшин награждены народные писатели Абхазии Алексей Гугуа и Мушния Аласурия. За заслуги в литературе золотой пушкинской медалью награжден Вахтанг Абхазов. Расширенный репортаж с празднования 90-летия Союза писателей Абхазии смотрите в нашей сегодняшней программе. С 90-летием со дня основания один из старейших творческих союзов республики поздравил президент Аслан Бжания. Судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры. Если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет все остальное. Уместно вспомнить слова первого президента Владислава Григорьевича Арзанба. Если не будет абхазского языка, абхазской литературы, не будет у них перспективы, то и не будет перспективы у абхазского государства. Сегодня есть уверенность, что молодое поколение поэтов и прозаиков способно сохранить преемственную связь, что национальный литературный процесс не прервется в будущем, говорится в поздравлении главы государства. Убежден, что вы будете и впредь беречь чистоту родного языка, прививать подрастающему поколению не только любовь к чтению, но и уважение к традициям, подчеркнул президент. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил Союз писателей республики с юбилеем. Лаша Ашуба отметил существенную роль Союза в работе по переводу произведений абхазских писателей на русский и другие языки народов мира, что способствовало знакомству зарубежного читателя с абхазской литературой. При этом Лаша Ашуба подчеркнул, что и наша страна обогатилась переводами на абхазский язык классической и современной мировой литературы. Спикер пожелал Союзу писателей Абхазии успехов в литературной деятельности. 13 ноября в Арс Мира прошла пресс-конференция представителей оппозиционных политических партий и общественных организаций, на которой председатель ветеранской организации АРУА выступил с предложением заключить сделку с Грузией, которая может отреставрировать 4 перепадные ГЭС и, взяв их под свой фактический контроль, выделить Абхазии 50% от вырабатываемой мощности. Мы обсуждаем часто 3 перепадных ГЭС, которые входят в единый комплекс Ингургеса в целом. Как-то президент Абхазии заявлял о том, что инвестор будет платить в казну государства в год 200 миллионов рублей. Это абсолютно ничего нам не даст, 200 миллионов, если даже на эти деньги покупать извне электричество. Есть уникальное решение, которое предложила грузинская сторона. 3 перепадных ГЭС входят в единый комплекс Ингургеса. Они готовы взять на себя обязательства, отремонтировать, пустить в эксплуатацию, и Абхазии от генерации этих перепадных, в том числе от генерации большого ГЭС, Ингургес, 50% генерации бесплатно отдавать нашей стране. Когда-то Владиславу Арзанбу удалось договориться
60/40. Ему это удалось. Я думаю, что ничего плохого не вижу, если от этих перепадных ГЭС 3, если мы будем получать 50% бесплатно, я думаю, это хорошее предложение. Политическая партия Амцахара выразила свое возмущение в связи с заявлением лидера Аруа Тимура Гулия, в котором он отвергает необходимость привлечения инвестиций в восстановление перепадных ГЭС, находящихся в пределах юрисдикции Республики Абхазия, и называет выгодным решением заключить сделку с враждебной Грузией. Политическая партия Амцахара заявляет, что передача перепадных ГЭС в каком-либо виде грузинской стороне означает, что Республика Абхазия признает юрисдикцию Республики Грузия над своей собственностью, территорией и инфраструктурой. За такую возможность грузинская сторона готова будет дать и 100% мощностей, лишь бы получить возможность контролировать всю находящуюся за каналом часть Галского района и всю энергосистему Абхазии. Политическая партия Амцахар обращается с предложением ко всем оппозиционным общественным и политическим организациям дать оценку высказываниям руководителя Аруа. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, имевшего место в городе Новый Афон, органом предварительного следствия Гудаутского РОВД проводятся допросы свидетелей и очевидцев. Как сообщает пресс-служба МВД, в настоящее время задержанных по подозрению в совершении данного преступления нет. Преступление имело место 21 ноября, когда неустановленные лица путем демонтажа умышленно уничтожили 15 железобетонных секций забора, ограждающего территорию государственной дачи, и скрылись, тем самым причинив управлению государственными дачами Республики Абхазия ущерб на общую сумму в 700 тысяч рублей. Конституция Республики Абхазии. Современные вызовы. Международная научно-практическая конференция, посвященная 29-летию со дня принятия Конституции Абхазии, прошла в Агу. Основной закон Республики Абхазия был принят 29 лет назад, 26 ноября. В этот день же депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента Владислава Григорьевича Арцинба. Алика Трапш продолжит тему. Конституция суверенного демократического правового государства Республики Абхазия была принята Верховным Советом 29 лет назад, 26 ноября 1994 года. Основной закон принимался в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытывала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. Принятие Конституции после победы в Отечественной войне народа Абхазии закрепило стремление народа жить в независимом, суверенном государстве. К 29-й годовщине со дня принятия основного закона страны в Агу состоялась 10-я международная научно-практическая конференция под названием «Конституция Республики Абхазия и современные вызовы» с участием студентов и преподавателей юридического факультета АГУ. В законодательстве Абхазии, как и в законодательстве Российской Федерации, присутствует конституционно-правовая ответственность, присутствуют его основания, однако нет легального определения того, что же есть конституционно-правовая ответственность. В частности, в Конституции и других законах есть различного рода последствия для нарушения конституционно-правовых норм. Но что такое конституционно-правовая ответственность, как дефиниция в законодательстве у нас отсутствует, так же, как и в законодательстве Российской Федерации. Если же говорить о месте конституционно-правовой ответственности в системе юридической ответственности, то здесь есть различные основания, которые могут свидетельствовать о том, что данный вид ответственности все-таки является самостоятельным. Сегодня Конституция Республики Абхазия – это стержень всего государства. Все 7 глав Конституции находятся в действии. В Конституции закреплены целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Абхазии. Провозглашено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Гарантированы права и свободы человека. Конституция закрепляет личные права, экономические, политические, социальные, культурные, экологические права и свободы. Что касается главы 2, да, Конституция закрепляет права и свободы человека и гражданина, однако возникают различные вопросы, как осуществлять реализацию таких прав и как осуществлять защиту таких прав и свобод, которые закреплены в Конституции. В данном случае
обязательно необходимо именно осуществление, как уже выше было сказано, политико-правовых механизмов защиты прав и свобод со стороны государственных органов. Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности и демократических традиций. Основной закон вобрал в себя весь опыт и достижения народа Абхазии, накопленные за свою богатую историю, определил стратегию дальнейшего поступательного движения. Отметим, что с принятием 26 ноября 1994 года Конституции Республики Абхазия произошли важнейшие позитивные трансформации в действующем законодательстве, что сказывается на правовом порядке, который в процессе своего развития постоянно модернизируется. В этом контексте важно исследовать вопрос о том, каким должен быть правовой порядок в той или иной ситуации, что сложилось в обществе и государстве. Большое значение имеет также объем и состояние правовых средств, его формирование на конкретном этапе развития. Поэтому нужно исследовать значимость правовых средств в аспекте укрепления правового порядка в современной Абхазии. Заметим, что требования к формальной определенности права возрастают при переходе от традиционного общества к рационалистическому. В дальнейшем они повышаются в связи с рационализацией всего большого круга общественных отношений, что в свою очередь усиливает значение законодательной техники, а следовательно требует избегания связанных с ней ошибок. В ходе международной научно-практической конференции выступили и другие студенты и преподаватели с докладами «Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. История развития конституционализма в Абхазии. Конституция Республики Абхазия и некоторые вопросы правового статуса личности». Алика Трапшиль, Дар Дамиров, Абхазское телевидение. Абхазский государственный университет принял участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, проходившей в городе Грозном. Программа конференции затрагивала аспекты коммуникативного поведения отдельной языковой личности и лингвокультурного сообщества в целом. АГУ представляли старший преподаватель кафедры русского языка Эльза Сабекия, доцент Людмила Маргания и заведующая отделом лингвистики и IT-технологий Нина Смыр. Корреспонденты АГТРК Рада Чачава и Асида Малия стали победителями конкурса среди журналистов Абхазии «Взгляд-2023» в номинации «Лучший репортаж». Особым дипломом за мастерство и сохранение традиций профессиональной журналистики в области российско-абхазского сотрудничества наградили Екатерину Бебия и Лилиану Яковлеву. Также определены победители в номинациях «Лучшая аналитическая информационная публицистическая статья», «Лучший очерк», «Лучшее интервью» и «Лучший фоторепортаж». На церемонии награждения была Гугуца Вардания. На суд профессионального жюри конкурса журналистов «Взгляд» были представлены 33 работы в разных жанрах: очерк, репортаж, аналитическая информационная работа, лучшее интервью. В номинации «Лучший репортаж» в печатном или электронном издании первое место заняла корреспондент АГТРК Рада Чачава, второе – Асида Малия, третье – Дарья Архипова. Моя работа была с предпремьерного показа спектакля «Русдрама. Роман с кокаином». Я знала, что участвую, безусловно, но я не думала, что займу первое место. Это очень приятно, это очень волнительно. Я хочу сказать, что подобные конкурсы на самом деле очень важны для журналистского сообщества, в особенности для молодых журналистов. И, конечно, я не могу не поблагодарить абхазское телевидение в лице руководства Анны Ивановны Гуня и Агарба Ирины Шотовны, потому что на самом деле они всегда поддерживают, всегда помогают, всегда направляют, и любой успех, на мой взгляд, это все-таки наш общий успех и всей команды, и всего Ньюзрума, и всего телевидения. В своих сюжетах я всегда стараюсь находить героев и рассказывать их истории, потому что, в принципе, в материалах истории людей это самое ключевое. И я вспомнила про человека, который работает пилотом, и, оказывается, он как раз отучился по квоте уже второй год в Абхазском аэропорту. И вот так получилось насытить этот материал, и было решено его отправить. В номинации «Лучшая аналитическая информационная публицистическая статья» победил корреспондент «Спутник Абхазия» Бадра Кавицба. Работа была на тему абхазо-российских отношений, в частности, о возможном вступлении Абхазии в союзное государство Белоруссии и России. Об этом в последнее время очень много говорится на высшем уровне. Я, честно говоря, не расцениваю эту победу как свою личную, потому что это победа нашей редакции, так как
Выбор темы, ее актуальность определяется, естественно, редакцией. Моя задача была, так скажем, не испортить задумку нашей редакции. Если это получилось, то я рад. В номинации «Лучшее интервью» первое место заняла Лиана Ибжно, второе – Нала Мукба, третье – Виктория Думава. В номинации «Лучший фоторепортаж» победила Эльза Чанба. В номинации «Лучший очерк» первое место у Асмат Свижба, второе – у Дианы Пабба. На третьем месте – Бадри Исава. Конкурс «Взгляд» дает возможность представить свои работы как журналистам со стажем, так и начинающим. Диана Пабба – студентка 4-го курса кафедры журналистики АГУ. Ее работа не осталась незамеченной. Я являюсь студенткой Абхазского государственного университета, а мое направление – это русская филология. И когда нас известили о том, что существует такая возможность, я подумала, что, наверное, моя работа тоже имеет место. И я написала о своей семье. Как ни странно, у нас в Абхазии, в стране очень гостеприимной, часто присутствие, собственно, имеют межкультурные браки. Моя бабушка – это русская женщина, которая вышла замуж здесь, мой папа абхаз, а моя мама русская. И я писала о том, какой культурный фонд моя бабушка вложила в меня, культурный код, который является общим. У нас в России это русские сказки, это русский фольклор, это русская печь, и все это я впитывала вместе с ее воспитанием, и, собственно, об этом и была моя работа. Вот. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня присутствует. Это была чудесная возможность выразить все то, что мы думали, и спасибо большое. Победителям вручили цветы, памятные подарки и денежное вознаграждение. Работы всех победителей войдут в шорт-лист конкурса «Честный взгляд», который пройдет в декабре этого года в Москве. А занявшие первое и второе места поедут в столицу России на подведение итогов. Специальными дипломами за мастерство и сохранение традиций профессиональной журналистики в области российско-абхазского сотрудничества наградили журналистов Екатерину Бебия и Лилиану Яковлеву. Вот уже второй год подряд в республике проходит конкурс журналистов «Взгляд». В этом году он посвящен памяти военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева, отдавшим жизнь, чтобы заснять триумф победы в Отечественной войне народа Абхазии. Вчера едем из аэропорта в сторону Сухума и видим мемориал с золотыми буквами, посвященными героям. А у этого мемориала абсолютно свежие цветы. Это удивительно, как бережно относятся к истории в Абхазии и как чтут героев Абхазии. Огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что по-прежнему так любите и почитаете нашего корреспондента ТАСС Андрея Соловьева. В рамках мероприятия генерального директора информационного агентства России ТАСС Андрея Кондрашова наградили медалью Министерства обороны Республики за поддержание мира в Абхазии. В торжественной церемонии награждения приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, первый вице-премьер Женсух Нанба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Совсем недавно многие из нас присутствовали на церемонии открытия памятной доски на том месте, где Соловьев погиб. Второе большое впечатление было совсем недавно, 10 ноября, в День милиции, когда мы возлагали цветы у памятной доски погибшего кубанского казака, заместителя начальника УВД Сухума Сидоренко, который накрыл собой гранату и тем самым спас жизни своих коллег, своих сослуживцев. Хотел бы перекинуть мостик к событиям на Украине, когда в 1992-1993 россияне пришли на помощь абхазам, так и сейчас абхазы плечом к плечу с россиянами сражаются там, где проходит специальная военная операция. Многие из них погибли, еще больше продолжают воевать, но это как бы свидетельство, то есть цементированной дружбы, того братства, того единения, которое, несмотря на то, что Советский Союз уже остался только в нашей памяти, живет в народе Абхазии, живет среди россиян.
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик рассказал, что после Отечественной войны российские журналисты вместе с абхазскими успешно прорывали информационную блокаду, созданную политиками, и связывают их не только профессия, но и теплые человеческие отношения. В те годы, в 90-е годы, сформировалась такая симпатичная, такая солидная журналистская команда, которую мы между собой называли «Друзья Абхазии» среди журналистской большой команды Российской Федерации. Это в основном Первый канал, это ВГТРК, эти люди, которые постоянно в качестве военкоров приезжали в Абхазию. И самое симпатичное то, что мы, абхазские, российские журналисты, которые познакомились здесь в боевых условиях, мы продолжаем эти человеческие отношения, мы продолжаем дружить. Организаторы конкурса представительства Россотрудничества в Абхазии, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, Министерство культуры и Союз журналистов Республики. Оценивать работы было сложно, отмечают члены жюри конкурса, ведь у каждого свой особенный подход к материалу. Очень трудно как-то классифицировать были работы, потому что были работы и молодых наших журналистов, начинающих журналистов, студентов и людей, которые отличаются профессионализмом высоким, которые чтят традиции сохранения вот той профессиональной журналистики, которая свойственна была для России и Абхазии. Я благодарю всех членов жюри, кстати, и Наталью Васильевну Каюн, ваш сотрудница тоже. Да. Вот. Ее, кстати, дважды. Вот. Это то, что она была... И за то, что она была в жюри, потому что она и занималась организационными вопросами, еще и в жюри заседала. Молодец. Поэтому дважды. Вот. И, конечно же, каждого из членов жюри, с кем довелось поработать, это Роберт Джопа, это Анна Гуния, это Анжела Кочеберия, тоже ТАСС, и Мадонна Квицини. Если я кого-то забыл, потом там на улице разберемся. Заместитель генерального директора ГТРК Анна Гуния, один из членов жюри конкурса «Взгляд», также подчеркнула, что судить было непросто, и отметила работы как журналистов со стажем, так и начинающих. Были работы опытных журналистов, которые в нашей профессии уже много-много лет, и студенты. Какие бы материалы я отметила? Например, для меня новое имя Диана Паппа. Она студентка 4-го курса. Я прочла, не отрываясь ни на минуту. Понятно, она молодая, но она уже мастер пера. Я считаю, что у нее хорошее будущее в журналистике. Выделю материал Бадрака Авицба. Это единственный материал, аналитический материал, серьезный, хороший, качественный. Фаина Кондратьева. Мне обидно, что она не попала в основной конкурс. У нее был очень хороший материал. Это Абсномедиа, Республика Абхазия, Фаина Кондратьева. Я хочу, чтобы зрители запомнили ее имя. Она пишущий, хороший журналист. Во-первых, у нас очень много накапливается материала на ГТРК. Мы на тему «Россия-Абхазия» делаем по всем практически номинациям, и в интервью, и в репортаже. Мы сказали, надо создать папку, назвать Россотрудничество конкурс 2024 и будем скидывать туда все эти материалы на тему Абхазия-Россия. То есть мы готовимся к следующему году, возьмем все номинации. За участие в конкурсе «Взгляд» также наградили ряд участников, которым не удалось в этом году занять призовые места. Но это не повод расстраиваться, а наоборот стимул работать еще больше, творить. Ведь конкурс «Взгляд» стал ежегодным. Гугут Савардания, Раму Канки, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией информационного агентства ТАСС во главе с генеральным директором Андреем Кондрашовым, прибывший на церемонию подведения итогов журналистского конкурса «Взгляд-2023». Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече, которая проходила с участием чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина и руководителя представительства Россотрудничества Дмитрия Федотова, обсуждались вопросы информационного обмена и повышения квалификации работников абхазских СМИ в ТАСС.
Премьер-министр заверил гостей в поддержке проектов, направленных на сохранение общего информационно-культурного пространства между Абхазией и Россией. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился со спецпредседателем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИД Михаилом Богдановым, сообщает «Спутник Абхазия». Они обсудили вопросы российско-абхазского внешнеполитического диалога с акцентом на ближневосточную проблематику и развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в Ливане и Сирии. Инал Ардзинба также встретился с послом Сирии в России Башаром Джафари. Встреча прошла в сирийском посольстве в Москве. Стороны обсудили актуальные аспекты абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Печальная весть: ушел из жизни наш коллега, журналист, режиссер, корреспондент РИА Новости, исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов. Журналистское сообщество с болью восприняло эту новость. Дмитрий Статейнов пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, был профессионалом своего дела. Дмитрий Статейнов закончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности режиссура. Работал на киностудии «Ленфильм» помощником режиссера, а также в оргкомитете детского кинофестиваля «Надежда». Снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Хроники убойного отдела», «Танго втроем» и другие. Опыт работы в журналистике с 2008 года. Работал на радио «Балтийский берег», в газете «Панорама», на радио «Сома» в Сухуме, на интернет-портале «Сухум Москва». Являлся одним из создателей информационного ресурса в Абхазии «Апсны Лайф». Ему было всего 41 год. В Сухумском доме юношества прошел семинар принятия решений в интересах детей. Эксперты, юрист Зарина Габеева и психолог Юлия Дубицкая поделились стратегией эффективного взаимодействия с детьми и подростками, главный принцип которого – не навреди. Они также рассказали, как освещать проблемы детей наиболее безопасным образом, не подвергая риску права самых юных жителей республики. Семинар проводился в рамках проекта, нацеленного на повышение медиаграмотности молодежи. Этот семинар носит такой теоретический, практический характер для того, чтобы ознакомить участников с тем, как в Абхазии обстоят дела с принятием решений в интересах детей. Причем семинар построен таким образом, что эту проблему мы будем рассматривать и со стороны юридического подхода, и со стороны психологического подхода. Все мы, неважно, работаем мы педагогами, либо людьми с профессиями, связанными с детьми, мы так или иначе сталкиваемся с детьми в повседневной жизни. И это очень важно понимать, что такое интересы детей. Не только в тех случаях, когда это касается каких-то правонарушений или серьезных нарушений прав детей, а и в обычной повседневной жизни любой родитель должен понимать, для того, чтобы сформировалась гармоничная личность, что нужно делать на этапе детства и чего делать не нужно. Поэтому я думаю, что каждому человеку, кто уже является родителем, кто планирует стать родителем, им просто это необходимо понимать, что такое дети и какой подход использовать. В Министерстве здравоохранения обсудили вопросы организации педиатрической службы и ситуации с вакцинацией детей. Как сообщила главный санитарный врач республики Алла Беляева, уровень коллективного иммунитета по коклюшу снизился на 60%. Это, по ее словам, связано с низким уровнем вакцинации. Если в прошлом году было выявлено всего 5 случаев, то в этом уже 505, из них 463 ребенка. Глава Минздрава Эдуард Будба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением в области вакцинопрофилактики. Задержаны участники преступной группы «Гражданка России» и 2 граждан Республики Таджикистан, которые занимались распространением наркотических средств на территории Абхазии. Далее оперативная съемка МВД. В результате разработанного и реализованного комплекса оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание участников преступной группы, занимающейся распространением наркотических средств на территории Абхазии,
Сотрудниками УКОН МВД и СГБ Республики Абхазия задержана гражданка России и 2 граждан Республики Таджикистан. Из материалов уголовного дела следует, что Исоев Хусрав Умаралиевич, 1998 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сафаровым Наврузджоном Сафаровичем, 1994 года рождения, и гражданкой Российской Федерации Мавсумовой Ангелиной Владимировной, 2000 года рождения, временно проживающей в городе Писунда, по указанию неустановленного лица под псевдонимом Рома, выступающего в роли координатора, с целью личного материального обогащения незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон в особо крупном размере. Наркотик данные лица распространяли в городе Пицунда путем так называемых тайных закладок, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов с поличным. В результате личного досмотра у гражданина Республики Таджикистан Сафарова сотрудниками УКОН обнаружено изъято 22 свертка с наркотическим средством метадон, сотовый телефон и документы на его имя. Я приехал с Исоев Хусравом, и вот эта девушка, которая с ним же, я не знаю как, Ангелина зовут, отчество, фамилия не знаю как зовут, приехали вот сюда. Ну, они привезли вот эти, которые замотали черные изоленты, их надо положить вот прямо, где я не знаю, короче, я их помогал, где-то 18 штук я поставил. Вы разложили, да, 18 штук? Да, 18 штук положили, сфоткал, Хусраву отправил, потом я не знаю, он кому отправил, никому. Из мест тайных закладок, указанных гражданином Сафаровым, в результате обследования участка местности было обнаружено изъято 6 свертков с наркотическим средством метадон. Уважаемый Сафаров, поясните нам, пожалуйста, когда вы здесь произвели эту данную тайную закладку, вы были один или с кем-то? Кто координировал ваши дальнейшие действия? Мне Хусик этот Руслан отправил сюда координату по этот телефон, посмотрел, сказал, пойдешь туда, вложишь, короче, сколько сможешь. Поехал как домой. Вы объясняли людям, где это лежит, что лежит? Я Хусику фотки отправил. Фотки да, он сказал, положишь, сфоткаешь, мне отправишь, короче, и все. В результате личного досмотра Исоева Хусрава, также гражданина Республики Таджикистан, обнаружено изъято 11 аналогично упакованных свертков с расфасованным в них наркотическим средством метадон, а также телефон, сим-карту местного оператора сотовой связи, ключ от гостиничного номера, документы и денежные средства. Поясните, пожалуйста, что это за свертки, для чего они вам нужны, как они у вас оказались и что вы с ними собирались сделать? Я закладки собрались, да. Каким образом они у вас оказались, данные свертки? В Ростове. В городе Ростов, на территории Российской Федерации. Да. Вы были один, когда везли? Нет. А с кем вы были? С ребятами. Вы не знаете, как их зовут? Или знаете? Да. Как зовут их? Фируз, Ангелина. Исоев добровольно указал места в городе Пицунда в лесном массиве по улице Гыцба, где он ранее осуществил тайные закладки, в результате обследования участков местности которых было обнаружено изъято 3 свертка с аналогичным наркотическим средством. В осуществлении тайных закладок вам кто-либо помощь какую оказывал? Да. Кто? Ангелина и Фируз. Ангелина и Фируз. За осуществление одной тайной закладки какое денежное вознаграждение вы получали? 1,5-2. А адреса с наркотиком вы кому отправляли? Вот вы сделали закладки, адреса вы кому отправляли? Роме. Роме? Ага. Через какое-то мобильное приложение вы это осуществляли? Какое именно? WhatsApp, да? То есть на фотографии вы что-то указывали или как? Место координаты. Координаты, да? И точку, да? В установленном законом порядке был произведен личный досмотр 3-й задержанной, гражданки Мавсумовой Ангелины, в результате чего обнаружено изъято 8 свертков с наркотическим средством метадон. Как пояснила задержанная, она также осуществила тайные закладки в городе Пицунда и указала на места их размещения. При исследовании данной местности сотрудниками УКОН было обнаружено изъято 5 подготовленных к реализации свертков с наркотическим средством, которые не успели дойти до адресата. За каждую сделанную тайную закладку сколько вы получали? Должны были получить по 2000 рублей за каждую закладку. Почему должны были? Потому что нам не успели заплатить. А кто вам должен был заплатить? Я не знаю, как зовут этого человека, он живет не в этой стране. А как вы его знаете? Как его? Хусрав его знает.
как он говорил, что не надо знать его имя, и это какой-то его дядя. А как он у вас в телефоне записан? Рома Босс. Рома Босс? Да. Сделанные фотографии, по какое вы приложение пользовались и куда отправляли? Кам с координатами. Такое приложение есть. А куда отправляли? Отправляли в WhatsApp На этому какой человеку. номер? Таджикистанский номер Рома Босс. Вот это. Ага. Где? Вот это дерево, палочка, вот это маленькая белая, и здесь веточки рядом, я помню это место. Граждане понятые, обратите внимание, полиэтиленовый пакет, внутри которого вещество светлого цвета. Что это за вещество? Поясните, вот это белое. Метадон. А где вы это вещество нашли? Мы привезли его из Ростова. Ага. Кто привозил именно? Мы все. По частям. А как вы перевозили через границу? Они в трусах, я в лифчике. В результате обследования помещения в гостинице, где временно проживали Сафаров, Мавсумова и Исоев, сотрудники милиции изъяли полиэтиленовый пакет, хранимый в холодильнике, в котором также содержалось наркотическое средство метадон. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД, общая масса наркотического средства метадон, изъятого у граждан Сафарова, Исоева, Мавсумовой, а также из мест тайных закладок и их временного проживания, составила порядка 62 грамм. Всем вышеназванным гражданам вменяется преступление, предусмотренное пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследование по которому проводит следственное подразделение Гагрского РУВД. Решением суда Гагрского района последние заключены под стражу. Аймцакячера. Фильм, презентованный в ААК, подобен инструкции к народной игре, издавна популярной у абхазов. В рамках проекта «Амазара» над фильмом работали около 2 лет. В нем рассказывается не только история возникновения игры, но и правила. Цель проекта – популяризация абхазских национальных игр. Подробности у Айсиды Малия. Видите, какой мячик я скатал? Давай сыграем аймцакача, а? АМЦКачи у нас всегда кончается дракой. АМЦКачу можно сыграть. Это мирная игра для тех, у кого страха нет. Этот эпизод из советского многими любимого фильма «В ночь на новолуние», когда князь решает посеять раздор между жителями 2 сел. И игра аймцакячера стала надежным инструментом для воплощения задуманного. Ведь эта национальная игра многие десятилетия оставалась неизменной и любимой абхазами. Чем закончилась игра в фильме «В ночь на новолуние», известно, а чем начинается фильм про аймцакячера, знают лишь его авторы. Чтобы в абхазском обществе вновь полюбили народные игры и научились играть в них правильно, Валерий Берзени от Гургунба использовали все накопленные знания. Более того, чтобы прочувствовать на себе, играли сами. Всемирный абхазо-абазинский конгресс реализует проект «Амазара», в рамках которого отдел по развитию молодежи и физической культуре занимается пропагандой абхазских национальных игр. За последние годы, к примеру, в аймцакячера играли школьники почти всех районов Абхазии. Мы отыграли сами, смотрели, что как. И после начали ездить по селам. Наша основная задача – это местное отделение, работа по селам. И один из наших проектов был как раз показ таких мастер-классов. Вот здесь есть ребята из команды Чилоу, которые победили в этом году. Они каждый раз после того, как мы приезжали, реакция была классическая. Что это такое? Футбол любим, мы еще что-то. Но когда начинали играть, уже обратная связь была невероятная. С чиловцами я лично приезжал сколько раз и в дождь, и в снег бегали, играли. Это вот то, благодаря чему вообще этот проект развивается и развивается. Настоящий знаток национальных игр, журналист, директор абхазского радио от Гургунба. В период работы в спортивной редакции абхазского телевидения он реализовал проект, который, можно сказать, вдохнул жизнь в позабытые народные игры. И вот спустя годы он главный судья и тренер команд по национальным играм. Вместе с командой Абхазо-Абазинского конгресса продолжает путь по популяризации абхазских национальных игр. Арцит итауп хагирас подач контрас вот усадез волозиги дара гуя хорат бейкуршоп идудзем гона яйла цалана апсо милат хумара аймцакячера цака азербшва усумто испхазот сахаркарла знейра гисера режиссер уса бжома тексты ладзюна дарадзе лспепсе арцит
Беслан Лагвилава – режиссер 16-минутного фильма, который, по его словам, был снят всего за 10 дней, а монтаж занял около 3 месяцев. Ведь это не художественный фильм, а материал, который дает четкое понимание условий игры. В нем подробно проиллюстрированы схемы ведения АМЦ Кячера. Локации были в этнопарке по Сухуму, несколько локаций было задействовано. МОК Ашта, и там же попросили ребят поучаствовать, показать такого большого количества людей, показать, что такое АМЦ Кячера. И одна команда из Сухума и из Члоу провели показательный матч для всех желающих. Во Всемирном Абхазо-Абазинском конгрессе нематериальным ценностям, то есть наследию культуры, уделяют особое внимание. Потому впереди много планов по популяризации национальных игр, среди которых работа со школьниками. Глава Госкомитета по делам молодежи и спорта Тарач Хагба отметил, что Федерация национальных игр, которая сейчас на этапе становления, будет получать от комитета всестороннюю поддержку. Очевидно, при такой активной и налаженной работе все национальные виды спорта возродятся и станут еще ценнее для всех поколений абхазского народа. Асида Малия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. На территории Галской школы номер 2 совсем скоро появится новая спортивная площадка. На строительство объекта было выделено 6 миллионов рублей. Подготовительные работы начались в сентябре. Если погода позволит, уже в этом году на спортплощадке пройдет первый матч по мини-футболу между учителями и школьниками. Смотрите репортаж наших коллег из Галмедиа. На территории средней школы номер 2 города Гал продолжается строительство и благоустройство современной спортивной площадки. У школьников был небольшой спортзал в самом здании школы, но он сильно перегружен из-за того, что здесь занимались десятки классов, а спортивной площадки никогда не было. И такой мини-стадион, где дети могли бы играть в футбол, волейбол и проводить различные спартакиады районного и республиканского значения, был крайне необходим, рассказывает директор школы Ахрак Кискири. В нашей школе учатся 670-680 учащихся в разное время. Ну, это с учетом того, что у нас идет движение. И это составляет 70 классов. Перегруженность нашего спортзала, она зашкаливает. И мы пришли к выводу о том, что нам нужно разгрузить наш спортзал. И для этого было остро необходимо строительство спортивной площадки. И с таким предложением я в июне месяце текущего года обратился к премьер-министру нашей республики Александру Золотинскому Анпаб. Также я обратился к депутату парламента по 35-му избирательному округу Шергеле Тимуру Дамуровичу. Они оперативно поддержали нашу просьбу, и буквально в течение нескольких дней сюда приехали представители УКС Абхазстроя, и они начали подготовительные работы. Первые подготовительные работы были начаты еще в сентябре, но приостановлены из-за непогоды. Тогда была расчищена прилегающая к школе территория, проведены ливневые стоки, очистительные и земляные работы, снято старое покрытие и грунт. На сегодняшний день территория под стадион уже выровнена, обустроено основание, по периметру установлены бордюры. Работы здесь продолжаются. Бригада строителей завозит готовый бетон, производит заливку и формирует основу стадиона. Здесь были старые строения, пришлось их сносить и делать отводы и выкорчевывать территории, где должна была быть построена спортплощадка. В этом нам помощь оказала отдел образования администрации Галского района. Они оплатили работу гусеничного трактора. Территории будущей спортплощадки, оно будет составлять 38 на 18 метров. Это стандартная площадка. Здесь будет 4-метровое ограждение, сетка. Внутренняя сетка будет, чтобы
сетка не портилась и мячи не рвались. После обращения директора школы Ахрику Пескери к премьер-министру Александру Анкваб и депутату парламента Тимуру Шергеле с предложением строительства и обустройства спортивного объекта было выделено почти 6 миллионов рублей. На начальном этапе, когда шли подготовительные работы, районное отдел образования помог с техникой. Подрядчиками выступили компания «Абхазстрой» и Управление капитального строительства. Узнав, что в нашей школе строится вот эта мини-футбольная площадка, я была просто счастлива. У меня сын в 8 классе, и теперь я не буду переживать, что он будет бегать куда-то на стадион, и на стадион он пойдет или куда-то. И как родитель я просто счастлива, что ребенок будет именно под присмотром школы, учителей, дежурных. И эта площадка как кислород важна для подрастающего поколения. После того, как будет готово искусственное покрытие и все работы завершатся, здесь можно будет сыграть в футбол и не только. При этом пользоваться площадкой смогут не только ученики второй школы, но и все жители района. Мы благодарим нашего директора школы Ахрама Вячеславовича за такую возможность развития нашего спортклуба. В будущем она будет нам сильно помогать, ведь она находится на территории школы и предоставит нам большие возможности для развития нашего клуба. У нас будет новый стадион, и мы очень рады. Для тех, кто занимается спортом в нашей школе, это большая возможность иметь такой стадион. Я считаю, что спорт – это жизнь. А пока работы продолжаются. И если погода позволит, уже в следующем месяце состоится открытие спортивного объекта и первый долгожданный матч по мини-футболу между учителями и учащимися. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Пресс-служба Государственного таможенного комитета сообщает, что 29 ноября с 6 утра до 10 часов вечера на территории города Сочи будет ограничено движение. Это касается грузовых автомобилей грузоподъемностью 5 и более тонн, в том числе выезжающих из Абхазии в Россию. Вышеуказанное ограничение не распространяется на легковые автомобили и физических лиц, пересекающих государственную границу республики. Абхазию ждут 3 выходных дня. В воскресенье, 26 ноября, в республике отмечают День Конституции. В честь праздника понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 25 и 26 ноября на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов, температура морской воды 15 градусов. 27 ноября ожидается местами дождь с градом, гроза, в горах снег, в предгорьях дождь с мокрым снегом. Температура воздуха заметно понизится, ночью 2-7, днем 5-10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.